Жители 34-го микрорайона не один год жаловались на неприятные запахи. Виной всему отходы спирта, производство которого осуществлялось на территории Владикавказского консервного завода. Есть основания полагать, что последние годы оно было не совсем законным. О деятельности завода было известно давно. Однако решение проблемы последовало только после обращения граждан в администрацию города. На коллективное письмо жильцов сразу же откликнулись в мэрии. Проблему обещали решить в кратчайшие сроки. Еще в прошлом году производственный цех должны были разобрать. Однако демонтажные работы на территории завода начались совсем недавно. В администрацию города Владикавказ поступило обращение от жильцов дома номер 14 по проспекту Доватора. При производстве спирта в атмосферный воздух выкидываются вредные вещества, а в канализацию сливаются отходы, барда. Все это сопровождается неприятными запахами. По указанию Сергея Шамильевича Дзантьева было проведено собрание, выездное собрание на территории вышеуказанного дома. По окончанию этого собрания пришли к мнению, что руководство консервного завода демонтировали линию по производству спирта. Они пообещали это сделать в начале 2014 года. До 2011 года у них была лицензия на производство. После окончания срока этой лицензии спирт не производился, но люди жаловались. Но я так понимаю, что это остаточные запахи были, остаточные. То есть производства уже не было, а вот какая-то часть, наверное, барда еще оставалась находиться в канализации, были это остаточные запахи. В свое время, когда этот завод строился, вокруг не было жилых домов. Со временем вокруг застроили жилые дома, и он стал мешать. В свое время никому никаких неудобств не приносил. О необходимости приостановить работу завода говорили на протяжении многих лет. Первыми тревогу забили экологи Северной Осетии. Неприятные запахи не только создавали дискомфорт, но и пагубно влияли на окружающую среду. Производство спирта связано с процессами брожения. Так? И обычно спирт получает из чего? Из зерна или из какой-то массы, которая содержит сахара. Вот отходы, сам спирт, а отходы, если получают из мелассы при помощи вот этого, то барда получается кислая, она очень жидкая, в ней очень много органических кислот. И если сбрасывать в терек, в реку куда-нибудь, то изменяется pH среды, это губит все живое. Если выделяется сероводород, он, конечно, вреден. Если много углекислого газа выделяется, то тоже вредно. Там же идет брожение и прочее, прочее. Окислы серы, они же опасны, и сероводород опасен для организма человека. Уже сегодня жители этого района чувствуют, что воздух стал значительно чище. Люди могут больше не бояться ядовитого запаха и смело открывать окна в своих домах. Владикавказцы до сих пор не могут поверить, что удалось добиться справедливости и закрыть завод. Я недалеко здесь живу и знаю, что жители этого дома в прошлом году написали заявление и добились того, что консервный завод, находящийся здесь, был закрыт. Я очень рада, что они все-таки добились этого, потому что я, как житель этого района, теперь могу спокойно открывать окна, дышать спокойно свежим воздухом, и нет никаких проблем. Добиться комментария от руководства консервного завода так и не удалось. Известно одно – теперь незаконное производство спирта остановлено, и жители могут дышать чистым воздухом.